Как известно, по поручению премьер-министра, руководители экономического блока правительства занимались разработкой концепции возможного изменения структуры закона об уплате ввозного налога на добавленную стоимость. В рамках встречи с предпринимателями были обсуждены возможные подходы и механизмы совершенствования налоговой системы, в особенности в вопросе взимания налога на добавленную стоимость. Вы знаете и мы знаем о том, что приняты были документы, которые освободили большую группу товаров, я бы сказал, очень большую группу товаров от подобного рода финансовой нагрузки. И вы в том числе представители этого бизнеса. У нас есть представители бизнеса, работа которых одна половина товаров подпадает под льготные нормы, другая половина не подпадает. Так, Дауд, да? Тут есть такое вот двойственное состояние, да, на практике. Эффективно оно или нет, надо посмотреть в каждом конкретном случае, да. Но бизнес есть бизнес, он сам выбирает род своей деятельности и подпадает под то или иное правовое регулирование. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия пояснил, что на 1 июня текущая задолженность по налоговым платежам сократилась до стандартных размеров, переходящих из месяца в месяц, и составила 102 миллиона рублей. Это означает, что так называемый налоговый резерв, созданный задолженностями за предыдущие периоды, сократился, и ждать перевыполнения плана за счет погашения задолженности, в том числе за 2019 год, в предстоящих месяцах не приходится. Как мы прогнозировали, к сожалению, в июне месяце начался резкий спад налоговых платежей. Это последствия спада экономической деятельности апреля и мая месяца. У нас сумма начислений за апрель была 65%, сумма начислений за май 60%. Пропорционально растут платежи, объем налоговых поступлений в текущем месяце при плане 189 миллионов на сегодняшний день поступило пока всего 55 миллионов рублей. Согласно представленным отчетам, по расчетам по налогу на добавленную стоимость за май месяц, сумма начислений по сравнению с прошлым годом сократилась в 2 раза. Представители бизнеса в очередной раз отметили, что в текущих условиях предпринимательской деятельности правительству важно пересмотреть принципы и сроки исчисления и уплаты НДС. По их мнению, важно также пересмотреть перечень товаров, не подлежащих обложению данным налогом, с целью устранения необоснованного дифференцированного подхода. В такой вот, скажем так, откровенно скажем, достаточно тяжелой группе товаров, как продуктовые, вменять ввозной НДС, конечно, будет очень рискованно. На самом деле очень рискованно. Это не только будет определенное бремя для населения, тем более в условиях такого кризиса. Это также будет колоссальная нагрузка на импортеров, которые завозят сюда продукты питания. И это тем самым поможет гигантам российского рынка, просто-напросто тем дилерам, которые работают в Сочи, в Краснодарском крае, окончательно уничтожить, грубо говоря, ростки бизнеса в Абхазии. Правильные темы, которые нас очень сильно волнуют. Почему мы не зарабатываем денег? Пример, допустим, мы возим курицу. Курица из России привозится, есть СТ1, мы платим всего 1%, от НДС мы освобождены. Казалось бы, мы должны здесь на ней заработать денег. Но эту же курицу того же производителя продает сочинский филиал, продает дешевле. То есть после того, как мы ее привезли с завода, освобожденную от НДС, заплатили там всего 1% и логистику, мы привезли там, она нам стоит 100 рублей, эта курица в себестоимости. Сочинский филиал продает в Сочи эту же курицу по 90 рублей. Каким образом нелегальные вот эти серые схемы работают? Но каким-то образом эта курица из Сочи попадает фурами в Абхазию. Мы не зарабатываем даже 5%, надбавку мы сделать не можем. О какой прибыли может идти речь? Кроме того, на встрече речь шла об эффективности налога на добавленную стоимость. Подчеркивалось, что при анализе эффективности НДС важно учитывать не только роль налога в формировании бюджета страны, но и в перераспределении финансовых ресурсов государства в поддержку бизнеса. На Алакове Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.